у нас самое серьезное ограничение работы аэровокзала – это его место на территории города. То есть сегодня по закону о транспортной безопасности мы должны обеспечить 50-метровую линию возле аэропорта. Вот у нас вот в силу того, что и мы имеем, и можем, вот только такой вариант. То есть если, конечно, здесь увеличить поток в 2-3 раза, здесь будет полный транспортный коллапс со стороны города. Что касается самого аэровокзала и дальше уже отправок пассажиров, это все реально, это все возможно. То есть можно регламентом работы аэропорта день, ночь. То есть, хотя мы уже вот с 1 апреля прошлого года без регламента работаем круглосуточно. Несмотря на то, что работает в городе, просто новые типы судов с небольшой эмиссией газов, с минимальным уровнем шума позволяют это тебе меньше. Есть имеющийся парк, ну вот под нашему объему спроса на перевозки обслуживать. Ну, максимальные типы на сегодняшний день Boeing 757, Ту-204, 214, это которые выполняют международные перевозки вертолетов. Египет, Турция. Состояние полосы. Состояние полосы, ну, такое более-менее далеко от идеального состояния. Значит, Система аэронавигации. Система аэронавигации. Мы ознакомимся здесь мы подробно расскажем. В принципе, Сыктывкар светосигнальную систему мы поменяли несколько лет назад, 4 года назад, и она, в общем-то, позволяет летать по той категории, которая нам аэропорту достаточно. То есть огни высокой интенсивности, в сложных погодных условиях уже возможность для посадки самолетов более реальна, чем, конечно, 5 лет назад. То есть безопасность обеспечена ведь. Да, в этом смысле, да. Значит, с узким местом вот 3-4 года назад это было сворачивание объемов перевозок компаниями, теми компаниями традиционными, которые сюда летали, ЮТР, в первую очередь ЮТР Экспресс, даже не ЮТР, а ЮТР Экспресс сначала, потом ЮТР. И в итоге вот было принято решение развивать, возрождать собственную авиацию, ту, которая, в общем-то, раньше здесь была. И вот через государственную транспортную лизинговую компанию были приобретены 4 самолета Ил-410. И начиная, ну, уже значит, с ноября прошлого года мы получили первый Embraer 145. Значит, сейчас получено 4 самолета, 2 самолета еще находятся в Лиссабоне на чеках. И рассчитываем их получение. Значит, к сожалению... До конца года получится? Один точно, второй вполне вероятно. Значит, вот это помещение, куда прилетает Boeing 757 и привозит 200 человек. То есть вот в этом помещении прохождение процедуры. Летом практически ежедневно, да, вот у нас... И вот такие большие самолеты, то есть мы вынуждены вот всех... Значит, у нас реверсный проход, мы вынуждены сейчас пассажиров выпустить, затем запустить, поэтому самолеты у нас разворотные рейсы стоят по 5 часов и более, что в принципе авиакомпании не устраивает. Из-за этого у нас, в общем-то, и сеть маршрутная страдает в определенной степени, потому что рабочее время экипажей, которые сюда прилетают... Ограниченное пространство влияет вообще на... Оно влияет вообще на систему организации. Конечно, если бы можно было, параллельный был проход, то есть перед прилетом самолета начинается оформление пассажиров вылетающих, потом потоки разделены, то есть экипаж практически за час 20 мы могли бы развернуть рейс. И он ушел. Да, как в любом аэропорту международном, который обеспечивает логистику. Поэтому вот вопрос строительства международного сектора, он встал, и вот с ростом как раз объемов международных перевозок. То есть Хургада, Шарм-эль-Шейх, Анталия, были периоды, у нас летали отсюда и Тунис, и Барселона, кого-то еще могу забыть, Греция. То есть очень много летает. Чартерный перевозки. Да, чартер это регулярно. Но в принципе есть потенциал и для регулярных международных перевозок. То есть мы сейчас оформляем документы под Embraer на международные рейсы. У нас получены уже документы на линию Сыктывкар-Баку отсюда. Ну, пока мы их не вводим. А в Европу? В Европу у нас заявка подана, значит, из Санкт-Петербурга пока. Значит, Амстердам, Копенгаген, Таллин. Вот 3 маршрута, решение по которым ждем буквально с нами. Наш, то есть вот этот зал, который по большому счету до недавнего времени здесь было КПП еще, это был такой проходной, такой большой коридор.
А так здесь находится полиция находится, внизу предприятие общепита. Ну, в общем, все очень тесно. Вот этому вокзалу более 50 лет.